Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – просто слушай. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет, вашу характеристику, кто вы, кто пришел на расклад. Не доверяете, но любите. Здесь кто-то может находиться в токсичных отношениях. Закрываетесь от них, абстрагируетесь, взвешиваете все, проверяете. Человек, который молится, обращается к высшим силам. Здесь люди, которые могли давно не посещать храм. Здесь бы даже почиститься. Ваши токсичные какие-то отношения, разрушенные отношения в жизни – это под влиянием, воздействием каких-то людей. На вас, кстати, может даже элементарно чья-то судьба плохо сказываться. Вы общаетесь с какими-то людьми, у которых разрушаются отношения, и вы можете замечать, как в вашей жизни тоже негативные последствия потом происходят из-за каких-то людей, которые вот передают свою вот эту энергию. Ну, вы дама такая, которая хочет любить, но по-настоящему, взаимно. Вы ждете вот именно какой-то любви в своей жизни на сегодняшний день. Вы ничего не хотите, вы хотите любить и быть любимой. Или молодой возраст, или внутри такая молодая очень, выглядите, может, молодо. Женщина, которая сделала сама себя, дама, у которой все растет. Вот что вы не задумаете, это означает, что все будет исполнено. Вы можете это реализовать в жизнь. Вообще у вас есть очень много каких-то идей, задумок, которые можно воплотить в жизнь. Даже зарабатывать, получать какие-то доходы. В каких-то кругах вы можете являться известной, красивой. Вам могли завидовать, поэтому могли препятствовать в каких-то ваших отношениях, разрушать вашу жизнь. Вам очень много завидуют. Вы здесь проявляете себя как красивая женщина. Я вспомнила сюда фильм с Моникой Белуччи «Малена». На это похоже. Стараетесь, возможно, где-то даже угодить, быть хорошей, никуда не влазите, никому не хотите сделать больно, а вам вот как будто бы назло делает больно. Человек превращается в холодного, недоверчивого человека. Здесь сложное прошлое. Вот за это прошлое вы получаете сейчас какие-то плоды. Вы можете и не замечать, или не подозревать. Человек или получает, или получит какие-то плоды за все то, что было в прошлом. Вы чего-то или терпели, или человек на самом деле на что-то негативное не держал близко к сердцу. Отпустили, простили даже. Поэтому здесь колесо фортуны. Вы постоянно находитесь в процессе каком-то. Да? То есть человек, во-первых, или заблудился в чем-то, да, или может здесь еще идти та ситуация, что вы хотите что-то делать, но вам что-то не дает. Вот именно внутреннее, какое-то именно состояние ваше. Если вы отбросите именно, может быть, даже какие-то негативные мысли и начнете взаимодействовать с чем-то, что вам нравится, например, или с вашей какой-то деятельностью любимой, то, знаете, вы получите результаты, хорошие результаты, возможно, даже плодотворные, которые будут приносить вам доход, например. Вообще какое-то эстетическое удовольствие. Негативное легко уйдет из-за этого. Вы очень много можете переживать, думать, вспоминать негативное. Если с вами проигрывает энергия, давайте смотреть дальше. Ни о чем и ни о ком не думай, просто слушай. О вашей работоспособности, о вашей какой-то деятельности. Вот туда нужно душу и энергию, фокус держать. Никуда больше. Идет саморазвитие. Здесь идет любовь к какому-то творчеству, делу, деятельности. Здесь очень много обмана и предательства. Вас кто-то обсуждает сейчас в негативном ключе. Возможно, даже врет о вас какую-то информацию. Не нужно на это обращать внимание, вам нужно идти дальше. Вот. Не фокусироваться на каких-то токсичных и негативных людях. Люди подрывают вашу репутацию, по крайней мере, пытаются подорвать вашу репутацию за счет вас, чтобы вырасти за счет вас в чем-то. Проявляют себя именно
с позиции, что я права, что так делаю, да, или поступаю. В вас видят человека, который пробивается к чему-то, но этого не хотят. Если касается женщин со стороны, не хотят. Если касается мужчин, здесь вы мужчинам очень сильно нравитесь. К вам идет зависть из-за вашей работоспособности, деятельности или доходов. Вы и так красивая, да вам еще и все к лицу. Вот это начинает раздражать. У вас еще и деньги есть, или заработки какие-то есть, работа, перспективная работа. Не может быть все так идеально, да, люди думают, именно не может. Вы вот чем-то похожи на человека, который идет себе просто, а у него все получается. А тот, кто напрягается и много думает, у него ничего не получается. Вот эти люди как будто бы пытаются выдумать какой-то план, может быть, по заработку или по достижению того, чего вы имеете. Напрягаются именно. Но у них не получается. Вы же это делаете как-то с легкостью. Вы, кстати, скоро оборвете с кем-то отношения навсегда. Уйдете от кого-то, от каких-то именно токсиков ради взаимодействия с собой и своей деятельностью, работой, деньгами. Здесь, кстати, совершится правосудие над кем-то. Вы сами это увидите или от кого-то из чьих-то уст услышите, что над кем-то совершено правосудие. Кто-то будет наказан. Тот, от кого вы уже закрылись. Здесь манипуляции идут в вашу сторону, пытаться будут манипулировать вами, а вы будете уходить. Правильно делаете. Вы почувствуете, скорее всего, то, что вами манипулируют чувственной сферой. Это любовь, это может быть даже если человек от вас отлучается, он манипулирует, он действует сознательно, он понимает, что он делает. Да, это мужчина. Вам, кстати, долго думать не надо, вам нужно опять-таки идти в какое-то обучение, в какие-то свои дела, не обращать внимания. И вы получите намного больше, нежели вы будете страдать или дожидаться этого человека. Человек, кстати, эгоистичен, он думает только о своих целях, о своих выгодах. И он будет в партнерстве до той поры, пока ему это выгодно. Вот имейте в виду. В партнерстве с вами имею в виду. У вас на пути идет крепкий, сильный, я бы даже еще так сказала, по здоровью здоровый мужчина. А может и правда он здоровый. Ну, по состоянию именно здоровья, здоровый, подтянутый такой. Возможно, это может быть человек в форме. Человек при каком-то праве. Это может быть человек, который взаимодействует с чем-то юридическим, работает, сфера его. Человек вам откроет двери в новый мир. Избирательно относитесь к обществу, потому что общество на самом деле, даже новое общество, опять-таки будет завидовать вам. Завидовать. Вы здесь от чего-то устанете или от кого-то устаете. От какого-то общества. Уходите опять-таки или закрываетесь. Не доверяете кому-то. Здесь нужно погрузиться в те отношения, которые у вас будут. Вот туда, в любовь. И хочется сюда добавить: счастье любит тишину. Вот об этом тоже помните. Это важно. Потому что люди негативщики какие-то около. Вот как вы влюбитесь, так сразу появится ваш бывший человек. С хитрецой, с каким-то обманом, будет пытаться на самом деле ездить вам по мозгам или пытаться как-то вас вернуть обратно. Но колесо фортуны уже обратно не вернешь. Вы вот идете уже во что-то новое. Вы не изменяете своему какому-то выбору. Вот здесь человек четко стоит на своем. Здесь показывают вас, когда вы выбираете для себя самое лучшее или самую лучшую жизнь. И вот туда идете, правильно делаете. Не обращайте внимания даже, вот знаете, на каких-то людей со стороны. И будь они хорошо, нехорошо, вот вы как-то действуете самостоятельно. Не просите, по крайней мере, ни у кого помощи, чтобы не быть должной в чем-то, да, идете себе сами. Не хотите именно каких-то вот потом зависти или ты мне должна слышать свой адрес.
Будете наращивать какие-то силы, получать тем самым возможности. Вообще здесь кто-то тотально от всех закроется, будет работать, заниматься работой. Только работа, работа, работа. Кто-то даже займется практиками. Возможно, на сегодняшний день вы тоже чем-то таким занимаетесь. Может быть, да, это какие-то магические практики или практики, связанные с аффирмацией. Общаетесь со Вселенной, Вселенная вас слышит. Вы знаете, кто-то о вас знает информацию. Много информации. Возможно, вот вы с кем-то делились или были в близких отношениях, кому-то чего-то о себе рассказывали. Человек как будто бы рассказывает о вас или говорит о вас с кем-то об этой информации, вернее, о вас. Здесь проявление вас, именно такая сосредоточенность, дисциплина. Я сдаваться не собираюсь, я возьму все в свои руки. Вы выходите из каких-то иллюзий. Что-то вы себе в голове такое прокручивали, надумывали. Но здесь вот как будто бы все рассеется и останется только что-то одно, такое цельное, конкретное, к чему вы будете стремиться идти. И из этого вы будете зарабатывать. Здесь о заработках идет речь. Здесь о достижениях идет речь, о победах каких-то, о вознаграждении, о возможностях. Здесь приобретение даже вот чего-то крупного или в крупных масштабах. Не обращайте внимания, когда будут о вас говорить, сплетничать. Здесь все равно вы со всеми, знаете, нет смысла тратить свою энергию туда, со всеми расправляться. Как будто бы будете, если вы будете расправляться с кем-то, пытаться, то вот вы теряете энергию, именно денежную энергию, именно энергию каких-то достижений, успехов. А вот вам именно нужно идти ровно, да. Собаки лают, караван идет, вот как-то в таком смысле. Вы кого-то триггерите, интересуете, и причем, знаете, человек даже тут свои интересы куда-то забросил и думает о вас. Или человек не думает о своей жизни, думает о жизни вашей больше. Мужчина старше, возможно, или такой, выглядит старше своих лет. Какая-то внутренняя у него борьба, спор, недопонимание вас вообще, чего вы так поступаете или чего вы так действуете, почему вы выкладываете вот это фото, анализирует, к чему бы это, может быть, это какие-то цитаты, да, вот пытается как-то раскусить вас в чем-то, понять, о чем вы думаете вообще, ваше мышление. Он не понимает. Здесь была между вами какая-то связь. Здесь или временно прервалась связь, человеку сейчас плохо. Вы вот какой-то донор энергии. И здесь проходит такая молчаливая ревность по отношению к вам. Он вообще боится своих чувств, боится признаваться, боится вот даже искренне как-то себя вести. Вот все, как он себя ведет в отношении вас, он завуалировано все это, закрыто. Он боится вот именно какого-то отказа, что вы в чем-то откажете. Считает, что вообще зря связался с ней, да, вот я теперь думаю о ней очень много. Она захватывает всю мою голову 24/7. У человека был когда-то в жизни или выбор, или женщины были для него легко доступны, а вот здесь появляетесь вы. Да, вы тот камень преткновения, на который он оступается и думает, а дальше-то что? Вот он не понимает, почему вы в его жизнь пришли. Это же тоже не просто так. Анализирует эту всю вообще ситуацию, анализирует ваше поведение, когда вы с ним напоследок общались, или разговаривали, или писали. Ну вот он все это анализирует. Может, даже если это была переписка, он вот как листает назад, скроллит, и вот все прочитывает и пытается вот в этом найти что-то. Да, может, какой-то подтекст.
наблюдает где-то за вами со стороны. Здесь может быть даже такая вот, знаете, какая-то некая двойственность идти внутренняя. Хочу, не хочу, люблю, не люблю. Вот какая-то такая. Да. Есть такие мысли, что вы там с кем-то, вы не одна точно. И если вы сейчас молчите и не отвечаете данному человеку, он точно думает, что вы здесь находитесь с каким-то мужчиной, да, с которым у вас или постель, или какие-то близкие чувства. Ну, что-то между вами есть. У него были планы, но одновременно, вот как все это произошло между вами, одновременно вот как будто бы сразу же, да, все и закончилось. Все планы вот остановились или лежат и не двигаются с места. Это только планы. Или, может, у кого-то даже и поменялись вообще планы. Хотя действовал человек, привык вот как-то иначе. Ты притягиваешь, вот так хочется сказать. Ты очень сильно притягиваешь противоположный пол, манишь к себе, подталкиваешь на какие-то действия, на совершения. И вот мужчины с вами становятся мужчинами. Зреют, по крайней мере, развиваются вот как-то. Но вы не мать Тереза всем помогать. Вы развиваетесь, на это смотрят. И, соответственно, тоже развиваются. Здесь не только касается женщин, но и мужчин, но и женщин тоже. Женщины тоже, когда на вас смотрят, пытаются или вам уподобляться, или вот тоже чем-то заниматься, развиваться. Вы не даете о себе информацию, но за вами где-то наблюдают. Зацепили вы. Цепляете вы, знаете, вот тут хочется так сказать, вы одним крючком зацепили несколько мужчин. Какое-то или поведение, или какие-то фотографии могут именно цеплять. И у каждого своя характеристика вас. Один думает, что вы романтичная, второй может думать, что вы такая неподступная, недоступная женщина, имеет свою какую-то гордость, высокую самооценку о себе. Кто-то о вас может думать, что вы вообще эгоистка, живете только для себя, наслаждаетесь этой жизнью, живете только для себя. И думает о том, что вы недоверчивы. Но фокус держит на вас. Фокус держит на вас. Справедливая вы такая. Кстати, вы наращиваете и правда какие-то силы. Будут какие-то из этого результаты. Самое главное сосредоточиться на чем-то своем. Думать о своей жизни, ни в чью жизнь не власти. Не интересуйтесь даже. Потому что здесь энергопоток, он ваш. Не раздавайте его налево-направо, на каких-то других людей. Вот помните одно, на чем вы фокусируетесь, то начинает работать, действовать. То начинает расти. Вот начинаете думать о негативных людях, у них начинает все процветать. Думайте о себе и о своей деятельности. Вот только об этом, о своем каком-то, может, даже росте. Здесь, вы знаете, как будто бы так получается, когда вы думаете о себе, о своих каких-то делах, да, у вас не просто дела растут, они открывают какие-то новые возможности, новые горизонты, новые двери. Это могут быть и новые какие-то знакомства. Вот туда вам нужно держать свой фокус. Да, в вашей жизни будут объявляться какие-то внезапные люди, и мне здесь больше проявляется, что внезапно объявится какой-то человек, мужчина, с которым у вас есть какая-то связь, или частично есть, частично нет. Тоже, опять-таки, не сосредотачивайтесь на чувствах, даже если и будет с его стороны какое-то к вам признание, человек будет к вам как-то любезно или по любви, да, вот идти, не нужно в это вот втягиваться, полностью погружаться, вернее. Оставляйте время для себя, любимой, всегда, в любых ситуациях. И даже когда вы хотите кому-то чего-то дарить, там, любовь и так далее, помните в первую очередь о себе, а потом о других. Вот так вот. Как будто бы вы часто бываете, когда влюбитесь, или вот когда вам кто-то нравится, вы туда сосредотачиваете, тому человеку отдаете, а вот себе ничего. А потом, когда происходит какое-то разочарование в этом человеке, вы вот сидите и плачете.
Здесь мужчина какой-то мечтает о вас, но есть, чувствуется какая-то агрессия, зависть. Не по отношению к вам, вообще по типу своему человек такой завистливый. Он ненавидит или завидует, или же плохо говорит о людях, которые чего-то в этой жизни достигли. Но не даете ему покоя. Человек за счет вас в чем-то выезжает. Вот какой-то эгоист за счет вас или выезжал, или выезжает. По крайней мере, да, здесь уход какой-то. Навряд ли вы сейчас вместе. Возможно, уже дали понять, что за счет меня выезжать не нужно. Но мужчина думает вернуть эти отношения, да, или, по крайней мере, найти вот этому чему-то замену. Но опять-таки, для себя. Это с кого-то высасывать какую-то энергию. С кого-то чего-то доить. Человек привык брать, но не привык отдавать. Вот тут нету взаимности какой-то, энергообмена, да, человек, я говорю, эгоист. Но он считает, что это любовь, он вас любит. По-другому я бы сказала, это больная любовь. Но он считает, что он в чем-то прав. Он прав. Манипулятор. Умеет ловко манипулировать. У него вот это как рефлекс, вот это вот манипуляторство, да, он умеет автоматически это как-то включать. Притом, знаете, вот вы притягиваете его. Да, он тянется к вам. У меня здесь пока такая информация идет, что это вампир, человек-вампир, который вот вытянет душу, да, это тот человек, который может вывести на эмоции, высосать вот этой крови, напиться, а потом вот, знаете, лежать и отдыхать. И вот не думать о том, что он в чем-то был неправ или кому-то сделал больно. Вот он, главное, сам насытился, а вот что вокруг или как кто себя чувствует после какого-то негативного его взаимодействия, ему плевать. Ну, вы и ушли, правильно сделали. Но наблюдение тут опять. Говорит, что вы не случайно опять. Да, вам это уже и не надо, вы ушли в себя. Даже вы знаете, как уходя, вы уходили так, что я выбираю себя. Я признаю свою ценность, а не ценность кого-то. И даже если люблю, я выбираю. Даже если я кого-то люблю, я выбираю себя. Вот как-то так. Грешник идет слово сюда, как будто он грешит. А здесь кто-то из общества, но влюбился, вот как будто вот так, недавно, да, недавно влюбился в вас, молодой, намного моложе вас, мальчик, юноша. Он помнит какое-то родимое ваше пятно или вот что-то запомнил, какую-то вот вашу какую-то деталь, вашу изюминку, да, вот что-то такое есть. Очень много об этом думает. Думает о том, что вам это очень идет, или я такого еще не видел. Вы какой-то для него экземпляр или вот что-то такое новое, да, у вас какая-то такая и энергия определенная. Я таких женщин еще не встречал. Возможно, здесь, да, могло быть какое-то взаимодействие, но вы вот как-то не особо подпускаете или молодых очень, или, в принципе, этого человека. Человек такой, который привык брать свое, тоже какая-то доля эгоизма здесь просвечивает. Но здесь ни о чем. Вот, да, человек хотел бы к вам, но это только думки. В мыслях он хочет к вам, возвращается, по крайней мере, вспоминает. Но вы здесь вот какой-то это новый объект, он, вернее, или вы для него, да, вот новый объект. Он показывает, что человек идет. Здесь может состояться еще одна встреча.
с этим человеком. Здесь есть даже вот желание какое-то победить вас, завоевать вас. Видит вас страстную, красивую, сексапильную даму. Дама, которая притягивает своим каким-то... Здесь что-то такое есть, какие-то детали, которые являются для него возбуждающими. Вот это ее в женщинах возбуждает. Это может быть распущенные волосы, да, локоны какие-то, или вот что-то такое есть, декольте, там, шея и так далее, да, что вот его это манит. Но вот смотря на остальных, вроде как все то же самое имеют, да, но вот вы являетесь вот как экземпляр, как что-то такое новое, или у вас это прям, да, красиво. Видит в вас какую-то такую женственность, нежность, такую женственную красоту, возбуждение испытывает. Возможно, даже может думать, что у вас есть дети. Здесь, кстати, дорога к вам идет от него. Уже вот несколько раз, да, спешит к вам. Спешит к этой какой-то встрече. Здесь, возможно, состоится встреча, да, или пересечение, по крайней мере. Но вот он ждет, когда наступит, например, завтра, и вот, да, я ее увижу. Вот даже так человек мысленно торопится к вам. Но, опять-таки, это человек... Может быть, или не в вашем вкусе, или вы вот как-то не особо рады таким. Да, не нравятся вам такие. Вот что-то такое есть. Не вашего поля ягода. Так, что здесь еще? Разговоры, в которых нету вас, но это о вас разговоры. О вас ведутся и наблюдения, и разговоры одновременно. Видят, что вы еще не повзрослели, как ребенок ведете себя. Или вот, знаете, погружаетесь в какое-то детство, как-то по-детски себя ведете. Могут думать даже, что вы не развиваетесь. Это общество думает, а вы потиху там делаете какие-то дела. Вы даете им какую-то такую минимальную информацию о себе, или, по крайней мере, они вас замечают, видят, хоть, да, может быть, такой коллектив, каждый день видят, но вы с ними не общаетесь. Или даете какой-то минимум информацию. Но считать, что вы можете быть или как ребенок, или в чем-то на самом деле не понимаете, не разбираетесь. Вам еще вот в чем-то расти или развиваться надо. Да вы с ними не общаетесь. А между ними тайный поклонник. Общество, вот какой бы вы идеальный, хороший не были, и даже в работе, и супер умный, и так далее, всегда будет обвинять вас в чем-то, осуждать вас в чем-то. Вы знаете, здесь есть такое, что люди сами имеют какое-то бревно в глазу, но вот топорщат на вас. Или вот пытаются тем самым себя в чем-то успокоить, что у меня лучше, или у меня жизнь лучше. Да, вот как-то, как бы пытаясь, ой, как мне ее жалко, да, вот, а с другой стороны, это такой некий сарказм, да, внутренний, как мне ее жалко, а на самом деле, да, это вот какое-то свое неудовлетворение в жизни, которое выплескивается на окружающих, вот, и это вас зацепило, или, да, именно на вас пал глаз, упал глаз или пал глаз, что вы здесь вот оказываетесь чем-то являетесь, да, вот на самом деле здесь женщина умная, но вас именно пытается, может быть, даже высмеять, что вы не разбираетесь, она недопонимает. Здесь вот что бы вы ни сказали, всегда будет критика. Критика. Вот что-то такое есть. Это осуждение тоже
тыканье пальцем, указывание пальцем на вас, вот, да, подчеркивание чего-то. А вот видишь, да, люди, может быть, даже пытаются как-то вас продавить, а вы тоже имеете силу. Вы тут еще крепкий орешек. Вы знаете, не обращайте внимания, но если еще раз и еще раз пытаются вот как-то до вас докапываться, лезть в вашу, может, жизнь, да, или какое-то личное пространство, вы сразу даете отпор. Видят, как вы наслаждаетесь собой, цените себя. Может, даже хвалитесь или смотрите на свое отражение. Да, кого-то это бесит. Притом здесь кто-то думает, что вы хорошо себе живете, ни в чем не нуждаетесь, самообеспеченная такая дама. Не за счет кого-то, а за счет себя, за счет, может быть, даже каких-то своих талантов, навыков, умения. То есть вы в чем-то и разбираетесь, разборчивы. Вы можете с виду быть блондинка, но будут говорить, что вы глупая. На самом деле вы все прекрасно понимаете. Здесь может даже женщина, она выглядеть как куколка. Например, накачанные губки, красивые волосы, да. И вот у людей сразу первая ассоциация, да, встречаем по одежке, да, вот она глупая. На самом деле эта женщина совсем не глупая. Да, или а вот она какая-то такая, может быть, изящная, наоборот, да, вот какая-то такая. И вот кажется, что вы какая-то инфантильная, ни к чему не приспособленная, да, вот что-то такое. Или же вы вот такая ведете амебный образ жизни, вы не вникаете во что-то глубинное, хотя вам это и не надо, если уж так разобраться. А вы-то во всем разбираетесь. Вы там сидите, я говорю, где-то себе потиху, мотаете на ус, или же все-таки понимаете, да, какие это люди и что я из себя представляю. Я же сама себе не солгу, я же знаю о себе больше, понимаете, вот как-то так. Стараются люди как-то заметать следы. Иногда бывает такое, что, знаете, вот пришел человек в плохом настроении, и давай всех материть, обсуждать, перемывать косточки. Вот и вы здесь, да, и о вас. Притом, вы знаете, вы стараетесь всем помочь. Вот как-то, я говорю, угодить. Может быть, раньше, да, пытались. Но это не ценилось. И вы вот сосредоточились, опять-таки, да, на себе. По крайней мере, карты говорят, сосредотачивайся в той ситуации на себе. Когда вот что-то такое происходит, думай о себе, люби себя. Помогать нужно себе любимой, но не кому-то. Особенно, да, если это касается мужчин, если вы помогать пытаетесь какому-то мужчине расти, протянуть его куда-то, помочь, это не в вашей вообще... не надо этого делать. То есть вам нужно здесь о себе. Вот на вас пытаются влиять, а ваша помощь – это огонь, свечки. Не зря я сегодня сказала про свечки. Давно вы не зажигали или надо бы зажечь. Надо бы зажечь вам свечку. Белую, для того, чтобы почиститься. Или церковную лучше. Люди потрясены тем, что все вокруг что-то такое негативное происходит, кто-то вот конкретно об этом думает, следит за вами, а вы себе сидите и вам плевать. Или сидите себе в таком медитационном пространстве, да, или поведении, когда вы ловите дзен, вот так хочется сказать, да, вы пытаетесь вот как-то ограничить себя от какого-то или негативного воздействия, или негативных людей тем самым. И вот люди чувствуют, что отстаньте от меня, вот так вы себя ведете, да, дайте мне себя привести в порядок, или мои нервы. Вот как-то в каком-то таком спокойствии можете даже находиться, проявлять вот какой-то такой пофигизм, правильно тоже делаете. А у людей из-за этого голова болит. Да, здесь конкретно кто-то думает о вас, а кто-то боится вас потерять.
Кстати, может даже человек, тот, который боится вас потерять, действует всегда через боль. Он болью проявляет любовь. Или матерится на вас, или ругается на вас, да, тем самым он показывает свою какую-то слабость по отношению к вам. Вот имейте в виду. Да, постоянно в чьей-то вы голове. Не только у мужчин, но и у женщин. Боятся в чем-то сейчас вас. Боятся вот этого вашего спокойствия. Она спокойна, как удав. Да, но вот этот удав скоро вот как будто бы проснется, да, или восстанет, но укусит больно. У кого-то здесь чувство на пределе, он не знает, что с этим делать. Переживает, у него какие-то даже фобии, страхи за счет этого. Может быть, даже вас, я говорю, потерять. Кто-то о вас волнуется. Я ее теряю. А при том, знаете, когда вы уходите вот в это спокойствие и пофигизм, вот в этот момент у человека происходит чувство, что он вас теряет. Когда вы такая, может быть, в какой-то степени холодная, или же не обязательно холодная, да, вы можете просто не проявлять интерес к этому человеку. Вот здесь вот начинается паника, здесь начинается какое-то внутреннее разрушение. Я какой-то не такой, или со мной что-то не так, или что она со мной делает, но здесь человека внутри выкручивает наизнанку. Здесь показывает мужчина по судьбе, сразу говорю. Уже который раз выходит данная карта. Думает о вас сейчас, наблюдает опять-таки. Он ждет какую-то ситуацию, связанную с деньгами. Это может быть даже, да, я получу зарплату, или я получу какие-то деньги, я вот что-то буду делать, действовать. Думает о вас. Здесь может быть даже как скрытый наблюдатель. В чем-то есть такой некий страх подойти, потому что чего-то пока не хватает. Какой-то детали. И вот он ждет, когда это случится, да, он что-то получит. Он может, кстати, где-то разговаривать о вас или, в принципе, спрашивать какой-то совет, рекомендацию по отношению к вам. Здесь больше, чем интерес к вам. Здесь может быть даже какое-то такое тайное невидимое влияние на ситуацию. Да? Это может быть магнит, приворот или притянуть вас, притянуть какую-то вот ситуацию, связанную с вами. Любовь или чтобы вы его любили. Потому что вы здесь проецируете внешне какое-то холодное отношение или такую холодную позицию, отвернутую, по крайней мере. Или вы чего-то вот показываете сверху, чего-то вы не замечаете или кого-то не замечаете. Не специально, а вот именно на самом деле так. И вот хочет человек на себя обратить внимание. Но это сложно. Здесь есть какие-то препятствия. Все какие-то трусы, вот честно. Все боятся чего-то. Боятся, знаете, больше чего? Перемен в своей жизни. А некоторые боятся именно отказа. Идет информация о том, опять-таки, где бы вы ни были, с кем бы вы ни были, здесь вот некое такое обучение, деятельность, работа. Вот этим нужно заниматься. Очень много об этом говорится. Учиться чему-то. Может быть, даже записаться на какие-то курсы. Или не обязательно на курсы, да, вы можете и сами обучаться чему-то. Это может быть даже новая профессия. А у кого-то именно будет новая профессия, или вы что-то будете делать иначе. Совершенно по-другому.
Может быть, даже та деятельность, которую вы сейчас ведете, она будет трансформироваться, меняться. Но здесь будут какие-то улучшения, сдвиги. Притом вы здесь проявляете свой труд, свой недосып. Я бы еще сказала, да, кто-то ночью может работать. Кто-то в ночное время суток может даже работать, не есть или вообще не спать, но чем-то заниматься. Здесь сразу говорю, что окупится какая-то ваша деятельность. Вас даже после этой деятельности будет бояться какой-то абьюзер, вот так назовем, или нарцисс. Да, человек вот с какой-то низкой самооценкой, псих, может быть, у которого сейчас внутренний раздрай происходит. Он вас будет больше бояться. Вы здесь будете проявлять свою какую-то некую такую зону комфорта, что вам и так хорошо, или состояние, когда я счастлива. Да, человек здесь вот как будто бы или свалится, или вот реально заболеет, будет лежать долгое время. Здесь может быть даже у кого-то элементарно проиграться, как мужчина будет в какой-то долгой депрессии находиться из-за вас. Он уже находится в депрессии, а вы здесь где-то блистаете. И чем больше вы блистаете, как будто, тем больше вы его убиваете. Притом, знаете, вот так хочется сказать, без пуль, без скандалов, без ничего, без мечей каких-то, да, вы его молча убиваете. Наслаждаясь собой, вы получаете в свою жизнь главного человека, императора, сильного мужчину. Здесь, знаете, такой молчаливый тип человека, мужчины этого может быть, но он внутренне очень силен. Здесь человек, который мало говорит, но он очень активно или конкретно действует. На сегодняшний день этот мужчина вот воображает себе какую-то даму, да, вот что в общую картину такую строит, что вот в моей жизни будет какая-то женщина. Не конкретно кто-то, да, вот он представляет, что в моей жизни будет вот та самая главная, в которую я буду вкладываться, которой я что-то дам, о которой я буду заботиться, вот как-то так думает, да, он надеется, по крайней мере, верит в это, что у него будет женщина по любви, по чувствам. И вот хочется так сказать, Вселенная его слышит, да, и он притянет к себе эту даму, то есть вас. Это может быть даже так, что человек какой-то, да, вот этот император, он вас мысленно притянет. Не то чтобы специально, да, вот человек просто очень много думал, мечтал об этом. Я бы сказала, человек хороших поступков или справедливых поступков, который совершает вот именно какую-то справедливость. Я говорю, человек может быть в форме, человек может быть при суде, при, да, вот каких-то законах или вот с чем-то таким. Но не обязательно, да, человек в форме, это сразу где-то вот в государственных структурах или полицейских и так далее. А здесь может быть даже в принципе какая-то деятельность, но там, где человек может проявлять какой-то порядок, дисциплину, может быть. Приезжий. Здесь у вас сразу же, здесь взаимно все будет. Вам понравится мужчина. Вам, кстати, знаете, это какой-то новый типаж для вас, вот конкретно для вас. Вам нравился определенно какой-то тип мужчин, да, такая у вас была в голове приблизительная картинка, вот какой мужчина должен для вас быть, вот который бы вам нравился. Но у вас будет совершенно другой тип человека. И вы будете даже какое-то время потом думать, да, мне вообще, как бы, я на таких мужчин внимания не обращала, я даже не знала, да, что в моей жизни будет именно такой человек, или с такой профессией, или, да, вот какой-то он определенно, ну, по характеристике здесь больше другой, или внешним данным тоже имеет место быть. Мне не нравились полненькие, а тут стали нравиться полненькие, или бородатые, а тут, да, мне понравился. Вот так вот будете думать. Или высокие, или еще какие. Но тут вот взаимные чувства.
О, сразу колесо фортуны. Здесь взаимная любовь, и я бы так еще сказала, что мужчина вам поможет в чем-то продвинуться. Я поставлю на заставку для визуализации. Можете загадать желание. Мужчина вам поможет в чем-то очень хорошо продвинуться. Вы здесь можете так еще думать или даже об этом проговаривать. Да? Я успешна, потому что здесь идет место быть успеху вашему. То есть вы благодаря мужчине добьетесь какого-то успеха. Может быть, в своей деятельности, чем вы занимаетесь. Вы, кстати, еще знаете, вот такое чувство, что вы или поедете куда-то. А вот самое интересное, вот тот тип мужчины, который будет у вас, вот как будто бы вот такой тип мужчин вы сами начнете замечать. Например, он бородатый. Вам не, было ровно, да, то есть вы не думали, что вам нравится бородатый, а вам понравился бородатый мужчина, да, или этот мужчина с бородкой. И вот я вам скажу так, что в вашу жизнь после этого будут вот на вашем горизонте, или вы будете везде видеть этих бородатых мужчин. Вот так назовем, да. Или же черноволосый, или наоборот блондинистый, да, вот не думала, что у меня муж будет блондин, или наоборот с черными волосами, и вот вам везде потом будут мерещиться, не мерещиться, а по-настоящему, да, вот вы будете видеть вокруг себя вот такой тип мужчин. Не то чтобы вы хотите кого-то, да, в кого-то влюбиться, просто я говорю, вы замечать будете глазами. Как я говорю, что вот вы будете замечать там белого кролика, да, вот, и вы реально вот ходите, и он постоянно везде попадается. А вот здесь вот как будто бы вот такой тип мужчин, да, смотрит на вас, тоже имеет место быть или попадается вам. Пришли подписывать куда-то документы, и там вот мужчина похож на вашего мужа. Кстати, император может стать вашим мужем. Не может, а станет вашим мужем. Здесь идут деньги. Здесь большие деньги. Благодаря данному человеку, который вам в чем-то подфартит, который вам что-то даст. И после этого, да, здесь идут деньги. Притом это не его деньги, это ваши деньги. Это может быть на самом деле успех в какой-то вашей деятельности. Здесь появятся недоброжелатели, сразу говорю, которые будут завидовать вашей паре, которые будут пытаться как-то повлиять, отбить, да, вот что-то такое. Здесь может вступить даже такая гонка, конкуренция какая-то за вашего мужчину. Не накручивайте себе сейчас много. А вообще вот постарайтесь сегодняшний расклад, вот сейчас вы его прослушали внимательно, постарайтесь потом не думать о нем. Не ходите вот так, не думать о деталях, не думайте об этом. Все исполнится, и вы увидите, как это начнет все происходить, вот сами процессы. А при том, самое интересное, когда вы будете уже с данным человеком, вы вспомните вот этот расклад. Вспомните. Люди могут о вас думать, что вот именно те люди, которые будут пытаться, женщины, отбивать вашего мужчину, будут думать о том, что у вас какая-то энергия, гадать. Не на картах гадать, а именно в голове догадки иметь. Какая-то энергия, которая к себе притягивает, или вы хороши в постели, вот в каком-то таком плане. А вы об этом тоже не думайте. Это их догадки, пусть они что хотят думают. Не отдавайте свою богатую, я бы еще сказала, ресурсную энергию другим людям, особенно таким ядовитым людям, конкуренткам. Но не нужно ни с кем здесь бороться, самое главное. Проявляйте вот именно, знаете, вот свою вот эту любовь к себе. А чтобы мужчина не смотрел на дам, смотрите всегда на себя. И мужчина будет смотреть на вас. Если вы будете смотреть на мужчину, мужчина будет смотреть на других.
Я не говорю конкретно, что император этот, но вот будет смотреть на других, да, я говорю это в целом, как совет. Давайте посмотрим знаки. Да, давайте посмотрим знаки. Знаки появления данного человека. А на тот момент, когда уже вот-вот скоро появится человек, здесь еще такое будет чувство, что мне ничего не надо, у меня все есть, мне и так хорошо. Вот знаете, это то самое состояние, которое вот я желаю каждой женщине, да и вообще каждому человеку на этой земле. Потому что это такое ресурсное, такое богатое внутреннее состояние. У вас даже небольшая может быть зарплата, но вы чувствуете, что вам на все хватает, вы живете себе безбедно, прекрасно, да, стабильно, хорошо. Или же вы удовлетворены своим внешним видом, внутренним состоянием. Здесь такая полная внутренняя гармония. Вот на эту гармонию, на эту энергию притягиваются вот часто сильные мужчины, здоровые именно на голову, так еще могу сказать, гармоничные, да, конкретные тоже имеет место быть, у которых все в порядке с головой, здоровые, психически здоровые. Вот это состояние именно и поддерживаете. Вот именно будет у вас то чувство, что у меня все есть, мне ничего не надо, и никого не надо. Вот как-то, да, не со зла, а именно вы себя так чувствуете. Вы даже об этом не можете и не говорить, но вы так будете себя чувствовать, что у вас все кубки наполнены, вам очень хорошо, комфортно вам. И вот на эту энергию, да, вот как-то появляется мужчина. Бывает, женщина находится в каком-то напряжении, и это проявляется как-то и внешне, или вот, да, именно энергетически это чувствуется, и с ней никто не может познакомиться. Когда она внутренне ущербна в чем-то, или не любит себя, не нравится ей своя внешность, еще что-то, пытается докапываться до себя, грузит себя чем-то, на эту энергию не идут мужчины. Или пытается уподобляться, быть лучше для мужчин, не будет. Вот здесь должно быть некий такой, давайте так скажем, здоровый эгоизм. Мне хорошо, мне классно, я люблю себя всецело, ту, которая я есть. Да. Вот так вот. Знаки появления этого человека. А здесь в чем-то будет в вашей жизни пауза, или вы дадите себе паузу. Здесь может быть даже элементарно какой-то отпуск, оплаченный отпуск. Или же, да, вы устроите себе выходные сами, резко, внезапно. У кого-то может быть, да, например, какая-то поездка куда-то. Я решила, я поехала отдыхать, да, резко, внезапно. Но при том вы чувствуете себя великолепно внутренне. Вам хочется вот как-то прожить этот день или эти выходные, или эту недельку для себя любимой. Вот на тот момент происходит ваша и встреча, и вот определенно здесь какая-то энергия, которая тянет подойти к данной даме. У вас на тот момент еще будут какие-то мужчины крутиться в голове или в общении, да, но это что-то такое легкое, и я бы еще сказала, как поддерживающее. Вас это поддерживает, или у вас есть несколько общений с одним, со вторым, с третьим, да, и вас это вот как-то заряжает как женщину. Вы видите, вы чувствуете, что вас любят, вас добиваются, может быть, да, или хотят вас. И вот на эту энергию вы чувствуете такую легкость, непринужденность. Даже я бы так сказала, что вы всецело любите себя. И вот вы любите, к вам не только этот император притянется, к вам вообще будут притягиваться мужчины. Да, вот как-то улыбаться в ваш адрес, пытаться с вами общаться, взаимодействовать, знакомиться. Почему нет? Общайтесь. Общайтесь и наслаждайтесь собой. Вот самое важное. Этой жизнью, которая у вас есть. Вот здесь выходит императрица. Вы будете главная, постоянная женщина в жизни этого человека. Так же, как и он, император, будет постоянным мужчиной в вашем жизни. Здесь прям пара. Здесь вы с этим мужчиной будете парой. Здесь сулит счастье, здесь сулят какие-то цели. Вы поставите
сразу же, может быть, уже, да, после второй, третьей встречи какие-то цели в своей жизни с этим мужчиной на перспективу. Кстати, уже будут вам поданы, знаете, вот какие-то сигналы от этого мужчины на будущее, и это связано с вашими перспективами. Не то чтобы человек пообещал, человек будет что-то именно делать, да, вот вы скажете: я люблю рисовать. Раз человек приобретает вам краски, холсты, студию там, и так далее, да, например, пытается вот как-то взаимодействовать. И вот смотрите, на что будет уклон, да, в чем он будет вам помогать. Вот в этом направлении действуете. Вот как будто бы в этом ждет вас успех. Может быть, если кто-то искал какое-то свое предназначение, кем стать, чем заниматься, вот здесь будет знак конкретный указан от этого мужчины, чем вам заниматься. Не то чтобы он вас заставляет, вы сами о чем-то будете говорить. Человек будет именно поддерживать вас в этом. Да. Здесь, кстати, ваше предназначение, ваш третий глаз может открываться тоже. Или же видение, чувство. Когда вы чувствуете, считываете, может быть, интуиция, что вот это ваше, это ваше. Человек настолько любит вас, вот это как отец любит ребенка. Вот, да, здесь такая любовь, хочется для вас делать все самое лучшее. Я говорю, а вас, женщины, именно могут тоже думать, что вы в мужике раскрываете какой-то потенциал, да, вот этого мужика. Да и, в принципе, вы такая дама, которая мужчину делает мужчиной, да, или проявляются какие-то качества. Или же, да, вот эта же ваша энергия может, наоборот, проявлять какую-то силу, что отталкивает слабых мужчин. Они начинают с вами психовать, как-то негативно взаимодействовать, может даже прикладывать руку, да, или спорить, огрызаться с вами, обзывать вас как-то. Вот это именно касается слабых. Сильный же мужчина, он вас уважает, он вас ценит, он любит, по крайней мере, относится к вам нежно, но не это и есть проявление вот силы. Кстати, человек поможет решить какие-то ваши проблемы из прошлого. Документально или денежно. Вот так вот, дорогие мои. У вас будут, кстати, и цели сразу другие. Вы, кстати, из прошлого будете вот поднимать какие-то свои планы. Я же говорила о планах. Возобновлять что-то, какие-то свои планы. Это могут быть какие-то старые проекты, отложенные. Да, ну вот вы приведете их в порядок или, по крайней мере, что-то реконструируете. И у вас получается. Здесь с вами высшие силы, здесь с вами Бог. Здесь, кстати, стоит бы, еще раз повторюсь, зажечь свечу. Лучше, знаете, все же церковную свечу зажгите. Здесь вы получите все, о чем вы мечтали. Все, чего вы хотели. Зажгите данную свечу. Я вот сейчас даже вот покажу ближе. Зажгите данную свечу, здесь вы получите все. И любовь, да, и обретение, может быть, каких-то материальных благ или в целом какой-то стабильности в своей жизни, да. Вам уже не нужно будет о чем-то переживать. Здесь может даже идти, я говорю, роль предназначения вашего. Вот где-то вы будете в чем-то, да, на постоянной основе, но вам это нравится. Вот это самое важное. То есть это не то состояние, когда человек мешкается, не знает, к чему ему приспособиться в этой жизни, примкнуться, да, а вот человек уже конкретно знает. На вас все ваши бывшие будут на вас злиться. Или определенно здесь какой-то человек, да, боятся вашей какой-то мощи. Или даже, я бы сказала, боятся вашего ресурсного какого-то состояния, может быть, даже вашего мужчину. Здесь перед ним закроется дверь. Здесь больше не поступает какая-то информация. И вот когда информация
вы перестанете давать этому человеку о себе какую-то информацию, может быть, вы его заблокируете, да, где-то, и он уже не видит ваших свежих фотографий, или же вообще доступ человека заблокировали в телефоне и так далее. Вот человек, конечно же, будет больше к вам тянуться, пытаться, да, по крайней мере, внутренне он вот как-то с вами, он не может вас отпустить. Но здесь дверь будет закрыта. Здесь вы думаете, на самом деле, да, тотально закрыта. Вы не хотите. Вам не нравится тот сценарий, который между вами был. Вообще здесь все уже, можно так сказать, все мосты сожжены. Вам это не надо, вам это не интересно. Человек будет сожалеть об этом. Человек, кстати, знаете, вот как-то вступает в внутреннюю какую-то борьбу с вами, но увидит около вас этого мужчину, вашего императора. Ну, кстати, где-то у вас будет, сразу вылезла императрица, да, он вашу пару где-то или вас двоих заметит. Выскочила. Я думаю, возможно, камера ухватила, как выскочила императрица. Он вашу пару заметит где-то. От этого ему будет плохо. Но вы здесь дама, да, которая чувствует на самом деле какую-то безопасность, уверенность в завтрашнем дне, уверенность в мужчине. Вот это самое важное. Гармония здесь внутренняя идет. И вы здесь скорее даже будете копить на что-то дорогое, или вы совершите какую-то дорогую покупку. Причем это не дорогая сумочка, да, это может быть что-то такое кардинально дорогое. Это приобретение может значить для вас вот именно какой-то символ в вашей жизни. То есть вы будете с чем-то это ассоциировать потом. Например, это дом моей мечты, да, вот, или на тот момент, да, вот что-то такое. Или купил человек автомобиль, может быть, или что-то, да. Ну, скорее это может даже касаться недвижимости или вот какого-то такого, что это дом вот нашей вот семьи, вот с этим мужчиной, да, вот. Вы потом будете как думать об этом. Состояние такого благобыта здесь идет. Здесь идет даже чувство уверенности в себе. У кого-то вот не было уверенности в себе, сомневались, а вот тут сразу же уверены в себе на 100%. Сразу же говорю, что вы обрубите отношения, может быть, даже с бывшими коллегами или друзьями. Ну, как друзьями, знакомые здесь какие-то уходят из вашей жизни. Те, с которыми вы раньше взаимодействовали, люди, вот вы как-то абстрагируетесь. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведескара.